Следующая буква, буква Дж. Она выражает две фонемы. Одна глухая, Дж. Например, в слове чечек, цветок. И особенность произношения тувинской буквы Ч в том, что она тверже русского. Если в русском языке при ее произношении участвует большая площадь передней части языка, вот, ч, значительно мягкая, ч, то в тувинском языке вот участвует небольшая площадь, вот примерно вот такая вот, передней части языка. Не щ, а ч, чечек. Не чичек, а чечек, ч. Чечек. Русским, если русским акцентом произносить слово чечек, будет чичек, чичек, ч. Значительно мягкое. Ч. Слово, например, еще русское человек. На тувинский лад данное слово будет произноситься как человек, 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 ч. Более твердо. Вторая фонема, звонкая, дж, дж. Она используется, она произносится только после сонорных букв, сонорных носовых букв, то есть букв Л, Н, Н, М, носовых и бокового язычного. Например, слово альдж, альдж, гость. Еще одна особенность буквы Ч в том, что это единственная буква в тувинском алфавите, которая смягчает впереди стоящую согласную букву. Будет не алдж, алдж, а альдж. Слегка смягчается буква Л. Не как в русском, не до такой степени, как в русском альдж тоже, а чуть-чуть. Альдж, альдж, дж. После сонорной произносится звонкая дж, гость. Энди, энди. После сонорной носовой М звонкая дж. Что значит врач? Слово еще манджи, пельмени, пельмень. С буквой М анджи, охотник. Дж. Это буква Дж. Ч.